Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, уважаемые гости, коллеги. Рады приветствовать вас на площадке мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». И сегодня у нас состоится пресс-конференция на тему «Борьба с ИГИЛ. Опыт Чеченской Республики». Об этом нам расскажет министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров. Джамбулат Вахидович, спасибо, что нашли время приехать к нам. И для начала хотелось бы услышать о том, как Чеченская Республика справлялась с волной терроризма. Вот расскажите, пожалуйста, об опыте Чечни. Вы знаете, прежде чем я начну рассказывать непосредственно, перейду к опыту Чеченской Республики в борьбе с этим злом, я буквально пару слов скажу о предыстории. В принципе, все началось далеко не сейчас. Все началось с конца, середины 90-х годов, когда на Северном Кавказе, на российском Северном Кавказе появился человек, который возвестил о надвигающейся опасности. Это было настоящее пророчество, это была исповедь, это была проповедь, если хотите, выдающегося российского, чеченского, мусульманского богослова Ахмата Хаджи Кадырова, который впервые тогда заявил и чеченцам, и российской общественности, и всему миру о том, что надвигается экстремистское террористическое зло, которое сегодня вылилось вот в тот террористический анклав, который имеет место быть на святых для мусульман землях Шама и Ирака под вот той аббревиатурой, к которой мы больше всего привыкли, ИГИЛ. Ахмат Хаджи Кадыров, первое, что он сделал для того, чтобы мы на что-то могли опираться в своей борьбе, он возвестил о своей идеологии, он возвестил о незыблемости традиционных представлений чеченцев, ингушей и вообще мусульман России, которые зиждятся вот на той многовековой истории взаимовлияния исламской и, скажем, той же православной культуры, вот в пространстве этого взаимовлияния и формировались наши традиционные представления об исламе. Я еще хотел бы сказать, что он впервые говорил о том, что нужно менять терминологию, нужно менять взгляды и фиксировать каждый шаг вот того зла, которое в свое время из 53 стран пребывала на территории Чеченской Республики с целью подрыва конституционного строя не только в Чеченской Республике, но и во всей России. Если вы помните, до вот того доверительного разговора между президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и Ахмат Хаджи Кадыровым процесс федерализации Российской Федерации, он не был закончен. Закончился он только 23 марта 2003 года, когда на референдуме чеченский народ заявил о том, что он был, есть и продолжает оставаться в великой семье российских народов. Вот, опираясь на последние события, скажем так, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одним из первых поддержал курс президента России Владимира Путина и даже заявил, что при необходимости он готов отправить в Сирию пехоту. Вот скажите, как, на ваш взгляд, продвигается сейчас операция по уничтожению боевиков и может ли понадобиться помощь Чеченской Республики в этом вопросе? Значит, по поводу позиции главы Чеченской Республики, в принципе, то, зачем я здесь нахожусь, я нахожусь от его имени и по его поручению для того, чтобы вот те белые пятна, которые у нас есть еще в медийном пространстве, как российских, так и иностранных СМИ, о позиции главы Чеченской Республики в отношении действий Российской Федерации, скажем, вот на Ближнем Востоке, в Сирии в частности. Без всяких сомнений, я хочу, чтобы все знали и запомнили это, Рамзан Ахматович Кадыров, генерал российской армии, глава Чеченской Республики, национальный и духовный лидер
народов Чеченской Республики, повторяю, народов, потому что его национальным лидером считают не только чеченцы, но и, как минимум, русские и представители других народов, проживающих на нашей территории, на территории нашего субъекта. Я хочу сказать, что здесь двух мнений быть не может. Он уже сказал, что он лично является пехотинцем Путина, а если Рамзан Кадыров пехотинец Путина, значит мы тоже в этой армии, пусть и рядовые, но тоже пехотинцы, которые готовы ответить на любые вызовы и выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина. Об этом было заявлено не раз. Последний раз он об этом сказал на смотре, когда к нам был приглашен один из борцов с международным терроризмом генерал Дустум. И при нем было сказано, что вот эти ребята, которых вы видите, они ждут приказа Путина. Если такой приказ поступит в любой точке нашей планеты, мы его выполним молниеносно и без всяких раздумий. Тогда мы, наверное, может, к вопросам перейдем, к вопросам коллег, или что-то по Крыму зададим вопрос? Ну, пока вы тут определяетесь, я немножко расскажу, как сказать, об опыте, да. Знаете, я уже как бы о такой идеологической составляющей говорил. То, на что мы опираемся, лично я не являюсь сторонником, скажем, такой терминологии, как традиционный ислам, нетрадиционный ислам. Ислам, он либо есть, либо его нет. Мы с вами прекрасно понимаем, что исламская религия призывала только к миру, исламская религия призывала к тому, чтобы даже есть соответствующие аяты из Корана, где четко и ясно говорится, что народы и племена сотворены, созданы на этой земле только для того, чтобы взаимовлияя, они обогащали друг друга, познавали друг друга и так далее. То есть благодаря таким аятам и было предопределено начало такого феноменального явления, которое оставило громадный след в исторической науке, вообще в истории культуры, как исламская цивилизация, исламский мир, который до сих пор в основном у нас позиционировался и транслировался как религия созидания, как такой цивилизационный феномен, который играл только позитивную роль в развитии вообще человеческой цивилизации, какой вклад внесла исламская наука, которая во многом даже европейцев, вспомните историю, да, научила тому, чем они сегодня хвастаются в основном, да. Поэтому есть что повспоминать и о том, откуда Европа знает о Платоне, и о том, откуда, так сказать, знает о многих других античных философов. Пусть вспомнит историю мавров, пусть вспомнит Андалузию и так далее. Поэтому я считаю, что все эти замечательные моменты взаимовлияния наших культур нарочито и достаточно неприкрыто умалчиваются, потому что сейчас в той геополитической игре, которую предлагают нам Соединенные Штаты Америки, это для них негативные моменты. И преодолевая вызовы, скажем, информационно-террористические атаки наших идеологических противников, мы должны как раз с вами апеллировать такими фактами. Потом мы всегда призываем к тому, чтобы не путали взаимоотношения, когда говорят о взаимоотношениях исламского мира и христианского, этих двух миров, да, не путайте, пожалуйста, взаимоотношения исламского мира и православия, и исламского мира, скажем, с католицизмом или протестантством. Здесь тоже есть определенная разница, да, которая должна быть известна особенно представителям масс-медиа. История крестовых походов – это одна история. А история взаимовлияния традиций подвижничества в суфийском исламе и подвижничества русской православной церкви – это совершенно другая история. Это история, которая создала великое государство, нашу родину, Российскую Федерацию, и которой суждено будет впредь на основе этих традиций, традиций взаимовлияния, цементирования наших культур, взаимного знакомства этих культур между собой, этносов между собой, именно на этой почве мы с вами, я в это глубоко верю, создадим великое российское государство, великую мощную державу, которая сегодня делает первые свои шаги
в том числе реализовывая свои внешнеполитические интересы на территории Сирии, на Ближнем Востоке, заявляя о себе как самостоятельная суверенная держава. Созрели вопросы? Да, у меня, по крайней мере, есть. Джамал Вахидович, давайте я когда... Сейчас посмотрим. А скажи, пожалуйста, Джамал Вахидович, не кажется ли вам, что наши коллеги, в принципе, ваши коллеги тоже, и наши общие коллеги, слишком часто на своих ресурсах дают слово так называемым исламоведам, которые не знают ни арабского, ни Востока. А проще, конечно, какому-то исламоведу позвонить и дать его точку зрения, довольно субъективную, довольно никакую, не авторитетную, как за какой-то вот такой громадный пласт работы. У нас таких исламоедов, извините меня, развелось дикое количество. Люди, которые не знают ни арабского, ни Корана, ни одну даже суру, считают себя исламоведами. И которых мы видим по телевизору, которых мы читаем по сайтам. Они даже знают, какое количество террористов скрывается в Чеченской Республике, в Татарстане. Вот как к ним относиться, к таким вот дешевым исламоедам? Ну, к ним не нужно никак относиться, их просто нужно вовремя распознавать. Нашим, скажем, медийным акторам нужно все-таки глубже пытаться понимать, с кем они имеют дело, кто дает те или иные экспертные оценки, кто... Вот, кстати, не надо далеко ходить за примером, я являюсь ярым противником вот того словосочетания, которое мы очень часто используем, к сожалению, исламское государство. Посмотрите, какая опасность вот за этим, за всем стоит. Если мы, умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям, я арабский знаю, вот присутствующий здесь Олег Иванович Фомин принимал очень активное участие в том, чтобы я учился в Северной Африке, в Тунисе в частности. Спасибо вам за это. Да, и я считаю, что надо над этими терминами все-таки работать. Если мы говорим об исламском государстве и о войне против исламского государства, надо все-таки как минимум задуматься, не задеваем ли мы каких-либо интересов самих мусульман. Ведь есть такое понятие, как акида, да, это вероучение, это какая-то убежденность. И если мы воюем против исламского государства, значит, на это многие могут расценить как войну вообще против мусульман. Поэтому мы, например, в Чеченской Республике, это я уже непосредственно перехожу к опыту ведения нашей информационной войны в Чеченской Республике, которую нам попунктно определил Рамзан Ахматович Кадыров, мы отказались от термина «исламское государство». Мы применяем термин доходчивый, символичный, мы применяем словосочетание «и близкое государство». И говоря «и близкое государство», мы автоматически, так сказать, здесь рассматриваем несколько векторов нашей с вами информационной политики. Во-первых, мы считаем, что логовом Иблиса является одна из могущественных заокеанских стран, мы ее все знаем, да, и вот слуга Иблиса сегодня организовал свое логово, я повторяю, вот в так называемом суннитском треугольнике на Ближнем Востоке. Поэтому то, что Российская Федерация выступила как защитница прав истинных мусульман на свою государственность, вот, мусульмане сами разберутся, в каких условиях им жить, он просто подтвердил позицию, которую недавно высказал во время, выступая перед мусульманами, во время открытия соборной мечети в Москве. И до этого он говорил, особенно нам как бы запомнились его слова после избрания парламента Чеченской Республики. Он сразу же приехал к нам и объявил, что Россия является союзником исламского мира. И прямо, и косвенно во всех своих выступлениях Владимир Владимирович четко дает понять, что Россия также, как и православная, является и мусульманской страной. Россия – это та страна, в которой абсолютно равноправно действуют, так сказать, все религии, и монотеистические, вот, и, так сказать, атеистам у нас тоже есть место. Мы свободная страна,
несмотря на то, что вот как бы нам пытаются привнести определенные демократические ценности, те, кто уже на этих ценностях, как мы все видим, здорово погорел. Если позволите, у меня конечно. такой вопрос. Возвращаясь к заявлениям главы Чеченской Республики, вот, также не так давно он заявил о том, что благодаря разъяснительной работе с молодежью в Сирии из чеченцев меньше всего молодых людей. И главная задача заключается в том, чтобы там не осталось никого из чеченской молодежи. Вот как, на ваш взгляд, будет осуществляться эта работа? Вы знаете, мне сложно сказать, как будет перениматься наш опыт, потому что мы не можем людей заставить этот опыт перенимать, но то, почему глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров говорит о том, что вот участие чеченцев, которые сегодня проживают на территории, молодых чеченцев, проживающих на территории Чеченской Республики, там минимально, это в связи с целым рядом условий. Во-первых, у нас есть идеология. Наша идеология основана на священном Коране, на сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, и одновременно она основана на защите интересов Российской Федерации, значит, на территории, которой находится, живет, исторически пребывал наш народ. И как бы вот эти два начала, они и позволяют нам достаточно сносным и понятным языком говорить с молодежью с точки зрения существующих идеологических позиций, какого-то идеологического фундамента. Когда мы говорим об идеологическом фундаменте, то обязательно должны иметь в виду какую-то личность, какого-то лидера, причем харизматичного. Найдите мне другого, более харизматичного лидера, чем в свое время был Ахмад Хаджи Кадыров или ныне глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Вы их не найдете. Кстати, коллеги, вот мне пришло последнее уже сообщение, хочу вас поздравить с тем, что благодаря дипломатической активности главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова процесс освобождения наших моряков с судна под названием «Механик Чеботарев» достигла своей конечной фазы, и я всех вас с этим поздравляю. Наши граждане освобождены благодаря деятельности Рамзана Ахматовича Кадырова и его помощников, его команды. И ни для кого, я думаю, не секрет, все мы за Инстаграмом следим. Да, у нас в гостях уже, так сказать, руководство нынешней Ливии находится и уже ведутся переговоры. И самое интересное, это то, что мы же знаем о процессах, которые там происходили, о свержении Муаммара Каддафи и так далее. Казалось бы, проамериканский, может быть, где-то проевропейски настроенное правительство уже делает определенные реверансы в сторону Российской Федерации. И не только они, и это говорит о чем? Это говорит о том, что на Ближний Восток вернулся настоящий искренний друг арабского мира. Вернулась Россия. С чем вас поздравляю. Спасибо большое, Джамгул Вахидович. У нас была просьба от коллег. Слушаем вас. Дайте микрофон. У вас была просьба. Он не озвучил. А вы озвучили. Отлично. А вот со скромной девушкой в первом ряду и начнем. Не забываем представляться, пожалуйста. Да, Елена Лонга, канал «День». У меня к вам такой вопрос. Вот в своих выступлениях вы не раз говорили, что вот большое влияние оказывает на мусульманскую молодежь России вот выступления радикальных шейхов в интернете, которые призывают к джихаду. Однако вот в интернете сложно найти вот выступления российских духовных лидеров мусульман, которые выступали бы с контрпропагандой. Вот, и мне интересно, вот какие шаги предпринимает ваше вот министерство по борьбе с этой разрушительной пропагандой, и планируете ли вы контрпропаганду в интернете, которая разъясняла ошибочность участия в войне в рядах ИГИЛ? Знаете, нам для этого не нужна ни пропаганда, ни контрпропаганда. Великие священные исламские ценности, они пропагандируют себя лучше и гораздо эффективнее, чем мы бы там прикладывали бы особые к этому усилия. Дело в том, что вот тех так называемых проповедников, которые призывают сегодня нашу молодежь для участия в ИГИЛ, их уже назвали, опираясь на коранический текст, в котором говорится, и подобные, имеется в виду эти алимы, так называемые, да, шейхи, и подобные они ослам, несущим на себе книги.
Люди, которые в зависимости от геополитической конъюнктуры то там, то здесь, то признают, то отказываются от джихада, объявляя его в угоду политическим пристрастиям наших с вами идеологических визави, ну, я не считаю, что к таким фетвам, к таким призывам нужно мусульманам относиться серьезно. И теперь то, что касается, ведется ли работа у нас в Чеченской Республике. В рамках министерства действует так называемый телерадиоканал «Путь». Телерадиокомпания «Путь», которую возглавляет известный богослов, теолог Адам Хаджи Шахидов, который эту работу ведет достаточно хорошо, достаточно эффективно. Самым главным проповедником, тем не менее, для нас является в этом случае и как бы на своем личном примере показывая то, каким должен быть мусульманин России и при этом патриот этого государства, это сам Рамзан Ахматович. Его выступлений нашей молодежи бывает достаточно. Вот. А кто как бы глубже хочет познать, скажем, какие-то моменты, связанные с исламской наукой и ее взгляда на, значит, на проблему джихада, то на эти вопросы очень хорошо отвечает и наш муфтий Салах Межиев, и многие наши другие богословы, которые не оставляют, громят в пух и прах наших идеологических противников. Вопрос заключается только в том, насколько широко в этом могли бы участвовать наши с вами масс-медиа российские, которые бы распространяли эти ценности. То есть работа ведется. Она ведется, пока, к сожалению, вот та работа, которую ведут наши дагестанские коллеги, та работа, которую ведем мы, наши ингушские коллеги, вот об этой работе, к сожалению, говорят очень мало, но почему-то пристальное внимание вот заслуживают те слезливые шейхи, которые, значит, ведут работу против интересов нашей страны, которые ведут работу совершенно, ну, она видна, вы понимаете, вот те провалы, которые совершает Госдеп США, интересы которых озвучивают, так сказать, господа Марк Тонер и Джен Псаки, ну, сами послушайте, о чем они говорят, и какие там интерпретации. Я не хочу, как бы, в один ряд становиться вот с критиками этих людей, но, по-моему, здесь даже обывателю понятно, что люди абсолютно не владеют темой. Когда говорят о джихаде, пытаются это слово произносить вот в таком пугающем, я бы сказал, смысле, не понимая, что 95% понятия джихад включает в себя смысл усердия на пути Всевышнего Аллаха в добрых делах, в борьбе с собственными страстями, собственными греховными наклонностями. И вот опираясь на это, как раз и возник такой феномен, как в исламской культуре и духовности, как тасаввуф, то есть суфизм. И нам говорят, что если мы совершили намаз и после этого 100 раз произнесли «Ля иляха илляллах», как учили нас наши шейхи, значит, тут же на нас пытаются, так сказать, повесить клеймо кафиров, мушриков, то есть неверных и язычников. Но это уже испробованный прием. В принципе, знаете, на заре почти каждого столетия, после того, как заявил о себе Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб в начале 18 века, в принципе, вот такой, в кавычках, очистительный, так сказать, процесс, он имел место, ну, помните, джадидизм, да, в начале 20 века там, и так далее. Поэтому вот этот вот так называемый, в кавычках я произнесу это слово, исламский постмодерн, да, который пытаются сегодня, так сказать, вот эту программу, этот проект Соединенные Штаты реализовать через своих сателлитов, которых они подготовили в Гуантанамо и в Лэнгли, я уже как бы не скрываю этих вещей, да, то, ну, главное нам сейчас проявить решительность, главное нам не поворачивать с вот того пути, по которому мы идем, побольше прислушиваться к людям, которые с этим злом столкнулись нос к носу, как говорится, кость в кость, а это именно чеченский народ. А это именно вот совершенно уникальный опыт имеет сам Рамзан Ахматович, который воевал с этим терроризмом, с оружием в руках, каждый день рискуя своей жизнью, теряя на этом пути товарища, он недавно назвал цифру 2087.
Среди них более 1500 служителей правопорядка, сотрудников милиции, полиции. Вот. А далее, да, тысяча с лишним, 1000 человек, это люди, которые, около 1000, это люди, которые не имели к войне вообще и к силовому блоку никакого отношения. Это имамы, это главы районов. Вот больше всего среди них имамов, именно тех священнослужителей, которые призывали к добру, к миру, к взаимному влиянию, так сказать, вот реализовывая основные исламские ценности. А эти ценности, они, в общем-то, общеприняты. Любая монотеистическая религия, в центре ее ценностей находится любовь. Любовь к ближнему, любовь к инакомыслию. Ведь не с оружием в руках ислам предлагает распространять слово Аллаха на земле, а личным примером следования его традициям, тем 5 столпам, о которых мы говорили. И только так люди знакомятся с этой великой религией. И только так они принимают эту религию от души. Ла икраха фиддин, астаизу билля. Нет принуждения в религии. И никогда никто к религии не принуждал. Ислам только защищал себя, если мы говорим о применении каких-то силовых методов. И для этого есть положение шурутуль джихад, да, условия ведения джихада. И никто не говорит нападать на христианские города. Никто не говорит, ну, в первую очередь, вы же посмотрите, как бы, здесь это же как бы процесс такой в основном внутри исламский, да, как бы, то есть вот что-то там мусульмане между собой не поделили. Где-то шииты, где-то сунниты, потом шииты, там у них свои есть группировки, у суннитов там суфии, здесь салафиты. Вы знаете, мало кто пытается в этих вопросах разбираться. Но раз уж такая проблема возникла, то будьте добры, друзья мои, постарайтесь все-таки в этой проблеме разбираться, что каждая ошибка в этой сфере нам может очень дорого обойтись. А каждый правильный шаг лишний раз сбережет наши города, наши метро, наши поезда, наши улицы, вот уже к какой я риторике перехожу, от взрывов. От деструкции, поэтому я считаю, что вот как бы в этом во всем мы должны понимать, что против нас, в данном случае это конфессиональный вопрос, наряду с конфессиональным вопросом будет и вопрос этнической розни, вот перед теоретиками soft power стоять, да, мягкой силы. Да, прошу вас. А то у меня складывается ощущение, что я на лекции, а не на пресс-конференции. А мы слушаем, мы хорошие студенты, да? Джамбул Вахидович, конечно. Вы, если исламовед, вы владеете арабским, русским, английским, чеченским. Можно, да? Да, прошу да. вас. Значит, я хотел такой вопрос. Конечно, 90-е годы дали... Если можно, извините, представьте, пожалуйста, Да, чтобы мы значит, коллеги... ассирийско-патриотическое движение, российско-патриотическое движение Ассирия. Ассирия. Ну, христиане, которые живут в Ираке, в Сирии, я из тех народов. Ну, да. И что хочу сказать. 90-е годы, соответственно, дали себе знать сегодня. Вот как раз мы пожинаем те плоды, которые мы, молодежь, оставили само по себе. Вот сейчас. Сегодня много уделяется религии. Это хорошо. Хорошо. Потому что в мечеть или в церковь, ну, ходят люди в неделю раз или в месяц раз. Таким образом нельзя воспитывать человека. Мы сегодня молодежь оставили само обратно. Мы занимаемся мало молодежи. Давайте вспомним советское время. Есть такая программа «Радуга», которая давала знать о всех народах Советского Союза, какие традиции. Мы сегодня не знаем традиций друг друга. И потому, когда слово слышит христианин о джихаде, слово многие не знают, что это такое. Каждое слово, которое произносится мусульманское, все арабские слова, люди, христиане не знают. Мы в Советском Союзе друг друга мало знаем. И даже мы знаем, что означает каждое слово. Я хотел вопрос задать. Не кажется ли, что мы мало работаем, светское общество мало работает с молодежью?
Ну, если бы мы с молодежью работали бы много и эффективно, я не думаю, что у нас с вами был бы такой повод для констатации вот таких фактов, что в принципе само за себя говорит. Естественно, мы работаем очень слабо. И вот, скажем, масштабы, в хорошем смысле, втягивания в этот процесс различных слоев населения у нас очень ограничены. Вот я знаю, что очень важно писать какие-то учебные пособия, какие-то методички там, по, значит, вот, укреплению межнационального согласия, по обогащению нас там, знаниями о культуре того или иного народа. Вы знаете, надо все-таки нам немножечко вот, сфокусировать внимание на современной необходимости. Потому что современная необходимость, вот этот момент истины, если сегодня мы эту проблему не решим, то, вы знаете, нас очень жалкое будущее ждет вообще наше государство. Но исторически Россия всегда находила в себе какой-то внутренний, совершенно неуловимый внутренний резерв, да, и вот, скажем, главным актором этого резерва, носителем этого резерва всегда являлся русский народ. Русская нация. Русская нация последние годы все чаще и громче заявляет о себе как государствообразующая нация, как нация, которая способна вести за собой сотни народов Российской Федерации, как нация, которая не транслируется сегодня мы, чеченцы. А вы понимаете, что одним из главных таких вот территорий противостояния, вот, начиная еще со времен Российской империи, это был как раз Северо-Восточный Кавказ. И момент Шамиля мы помним, да, до него было восстание шейха Мансура там, и так далее. То есть проектов было много, и эти проекты были делегированы то с турецкой стороны, то, так сказать, ну, пусть и в меньшей мере, с персидской и так далее. И я вам скажу, мы объясняем нашей молодежи, мы объясняем нашему обществу, что в истории русского и чеченского, в частности, раз я от Чеченской Республики приехал, я буду говорить про чеченский народ, есть определенные исторические мозоли. Они есть, не надо их прятать, проблеме навстречу надо идти. Но эту эпоху мы уже ее назвали, ее назвал первым Ахмад Хаджи Кадыров, назвал эту эпоху эпохой противостояния. И вот эта эпоха противостояния закончилась, я еще раз повторяю, 23 марта 2003 года, когда на референдуме мы окончательно сказали, кто мы и с кем, что мы с Россией. И мы первыми подтвердили титульность русской нации. Мы первыми показали, вот смотрите, мы всю жизнь воевали. Ну, это для таких более широких масс, да, мы с вами понимаем специфику этого вопроса. Всю жизнь воевали с русскими, и вот мы теперь, провоевав, да, вот отдав столько жизней, принеся столько жертв, сегодня поняли, что русский народ – это единственная многомиллионная нация, которая поможет нам спасти свои традиции и подчеркнуть свою национальную идентичность. И когда мы говорим об этих мозолях, когда мы вспоминаем об этих войнах, о депортации, вы знаете, находятся некоторые люди, называющие себя чеченцами, русскими, еще кем-то, да, где-то там за рубежом начинают писать разного рода статейки заказные о том, чтобы вот о депортации, например, о тех кровавых преступлениях, которые там происходили, и транслирует это как вот таким образом, чтобы вот русские как-то считали себя очень сильно такими вот виноватыми в этом деле, да, а чеченцев, наоборот, зная их пассионарность, их максимализм, нужно наоборот поднять вот на пьедестал вот этой ненависти по отношению к этому народу. А мы, в свою очередь, вы спрашивали меня про работу, которую мы проводим, мы, в свою очередь, проводим работу с населением, с чеченцами, самыми простыми, объясняя, что, дорогие мои, преступления сталинско-бериевского режима, преступления, скажем, генерала Ермолова, а кроме генерала Ермолова там были и другие генералы, и Паскевич был, да, и Раевский был, слава русской нации, слава русского оружия, да и Алексей Петрович-то, в общем-то, сильно трансформировался, я имею в виду Ермолов, об этом мало кто знает, он усыновил кучу чеченских детей.
И Петр Захаров, великий русский художник, это, кстати, человек, который был им усыновлен и передан уже Давыдовым на воспитание. Эту историю мы тоже знаем. Так вот, когда мы об этом говорим, мы тут же должны, мы рассказываем своим людям, своим молодым людям о том, что русский народ здесь абсолютно ни при чем, потому что даже в те времена, во времена основного противостояния, это 19 век, находились солдаты, которые под угрозой шпицрутенов и батагов отказывались стрелять в мирные чеченские аулы. А самым таким кульминационным моментом, я считаю, это казнь непримиримого врага царского самодержавия Байсангура Биноевского, которого казнили в 1864 году в Хасавюрте. И когда нужно было из-под него выбить скамью, ни один русский солдат, и тем более офицер, не стал этого делать. И только кто-то из кровников там попытался выбить из-под него эту скамью, но он сам ее из-под себя выбил, чтобы не терпеть этого унижения. Поэтому об этих примерах нужно говорить. Вот о чем депортация. Причем здесь русский народ. Посмотрите, что сам русский народ терпел во времена этих депортаций и репрессий. Больше всего страдал русский народ. На стыках истории именно русский народ грудью вставал на пути всех самых страшных испытаний, будь то революция, будь то гражданская война, будь то репрессии. Вот это мы должны объяснять. Поэтому несравнимо большие жертвы всегда приносил именно русский народ. И именно за русским народом мы сегодня видим реальную перспективу того, что мы придем действительно вот, к тому, что будем жить в мощном, сильном государстве, тем более, что русский народ имеет такую прекрасную традицию, историческую традицию создавать и укреплять собственное государство, независимое от других. Мы, пожалуй, перейдем к следующим вопросам. Вот девушка, у нее уже микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Издание «Ковполит», Рената Шабанова. Вот недавно муфтий Равиль Гайнудин приезжал в Чечню, и он встречался с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, и Рамзан Ахматович поднял такой вопрос о том, что мечетей в России вообще в целом и в столице в частности не хватает. Вот. А сегодня вышла такая новость, по-моему, на Интерфаксе, что вот Сергей Собянин заявил о том, что мечетей в Москве достаточно, и что строительство в ближайшее время там или не предвидится. Вот, и возвращаясь к вопросу о пропаганде, да, контрпропаганде идеологии ИГИЛ, вот, мечети можно рассматривать как, в первую очередь можно рассматривать как вот, именно мечети борются с этой идеологией ИГИЛ. Вот в связи с этим, вот какое у вас лично мнение по этому поводу? Знаете что, я вам скажу, давайте мы все-таки такие вопросы не будем их относить вот к плоскости того, зачем мы здесь с вами собрались, к какой-то идеологической плоскости. Я не думаю, что Собянин против мечетей. Да, здесь, наверное, все-таки надо это рассматривать в контексте каких-то технических причин все-таки, да, что, может быть, действительно мечетей достаточно, может быть, нет. Я думаю, что если мусульмане столицы выйдут с предложением, с таким обосновывающим актуальность строительства мечети, я думаю, эта мечеть будет построена, тем более, что мы ее, скажем, руками Рамзана Ахматовича Кадырова строим не только на территории Российской Федерации, но мы даже в 15 километрах от Иерусалима ее построили в городе Абу-Гош. И вот эта наша с вами мусульманская мечеть, построенная россиянами, вот она недалеко от Иерусалима в Абу-Гоше стоит. Теперь то, что касается открытия Московской соборной мечети. Вы знаете, у меня как бы в голове прошел такой образ, такая аллегория. Московские мусульмане, и огромное им спасибо, спонсоры, которые стояли за вот этой мечетью, они подарили этой мечети стены. А Рамзан Ахматович Кадыров, подарив волос пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва алейхи вассаляма, московским, российским мусульманам, подарил этой мечети душу. И я думаю, вот это главное, о чем мы с вами должны были говорить, потому что это не просто месседж,
Это еще одно подтверждение того, что основным средоточием исламских ценностей, традиционных исламских ценностей, которые формировались веками, сегодня этот центр находится в Российской Федерации. И он делегирован Москве. Он делегирован Москве из Чеченской Республики. Поэтому все те, кто хотят там, значит, пошутить на тему того, что там вот Чечня центр мира там, и так далее. Чечня была, есть и остается центром мира, только не планету я имею в виду, а я имею в виду то состояние, когда люди любят друг друга, уважают друг друга и стараются брать друг у друга самое полезное, самое созидательное. Вот если мы имеем в виду этот мир, то Чеченская Республика действительно стала центром мира, центром созидания. Чеченская Республика во главе с ее лидером Рамзаном Кадыровым стала железным стержнем российского федерализма. Да, вот, кстати, я забыл, да, мы как раз об этом говорили. Да, мэр города сам был на открытии, кстати, этой мечети, принимал активное участие и помогал, поэтому я считаю, что нет вопросов, которые бы ради мусульман не решил бы мэр города Москвы, очень уважаемый и контактный, я считаю, человек, патриот. Да, слушаю вас. А я просто дополню, когда открыл соборную мечеть, и много коллег моих спрашивают меня, а ты можешь нас сводить в соборную мечеть? Я говорю, знаете, ребята немножко заняты, а можете с вами сходить? А мне говорят, там же не мусульман не пускают. Я говорю, там не смотрят на какие-то там обрядовые вещи, там никто не спрашивает у тебя паспорта, пятой группы, пятого пункта с паспорта. И поэтому хотел бы сказать, что довести вашу мысль еще раз, да, там, до коллег, что мечеть ни для кого не закрыта, вы, как бы, как арабист, можете это засвидетельствовать. Иногда меня просто спрашивают такие вопросы, знаете, когда им говорят, что открыта мечеть для всех, для христиан, для мусульман, мне говорят, а у вас там тапочки не воруют, то есть если я приду и сниму обувь, то есть вот такая вот подковырка. Знаете, каждому... я думаю, что от мерзавцев не застрахована ни одна мечеть, ни один Божий храм. Вот. Об этом даже есть отдельные, так сказать, высказывания, отдельные работы и книги, о которых, я думаю, мы сегодня говорить не будем. Да? Ну, вор он, как говорится, что в мечети, что в Африке, что, так сказать, в церкви Покрова на Нерли, да, он вор, мерзавец, он везде мерзавец, поэтому я считаю, что вот эти вот какие-то вот мелкие моменты, их можно было бы, так сказать, грамотно нивелировать, потому что нужно говорить сейчас о более важном, нужно говорить о более святом, о более глубоком, нужно говорить о том, мы останемся вообще страной на политической карте мира, или все-таки мы станем духовным и сырьевым придатком тех людей, которые разрабатывают планы нашего с вами будущего на той стороне речки Потомак. Она протекает в Вашингтоне. Видел я эту речку, она очень маленькая. Вопрос, пожалуйста, представьтесь. Хошей Мухаммад, телеканал Курдистан 24. Уважаемый министр, как мы видим, исламские группировки, террористы, они не только убивают христиан и езиди. Как мы видим, они убивают мусульман, вот что мы видим в Сирии, в Ираке. И даже что-то они сделали, это уже так сочетали, что это геноцид. Вот, и так написано в Коране, вот как я немножко знаю, они так сделают и прочитают, вот именно это аят, который говорят «Фаиза лакитум аллазина кафару». Вот что-то по Корану не сделает, сразу зарезит голову. Они так считают, что это по Корану они сделают. А вот вы идеологически что сделали против мировой терроризм?
Ну, мы немного коснулись этой темы. Единственное, что я хотел бы, отвечая на ваш вопрос, немножечко сделать дополнение. То, что касается аятов Корана, то я не буду глубоко вдаваться в эту тему, потому что, я думаю, будет достаточно 3 аргументов, которыми они пользуются. Это «Астаизу биллах, ман лам яхкум бима анзалаллаху, фа улайка хумуль кафирун» в одном случае, «залимун» во втором случае и «фасикун» в третьем. Но они предпочли такфир, они предпочли кафирун. Значит, тот, кто не судит по законам Аллаха, тот является неверным. Ну и раз он встал на путь, значит, конфронтации с этим аятом, значит, этот человек, либо он записывается в муртады, в отступники, а значит, а если он муртад, они тут же, значит, пользуются хадисом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в своей интерпретации о том, что их нужно убивать, где вы их найдете. И, естественно, вот этого им достаточно для того, чтобы обосновывать вот ту кровавую вакханалию, которую они сегодня там создали. Да? И это в умме, которая сегодня насчитывает около полутора миллиардов мусульман. Они считают, что только они правы. И о том, что такое фиркату такфир, о том, что такое, то есть группа, которая называет всех кафирами, да, она же имеет свои глубокие корни. Вы вспомните, с какими словами эти хариджиты убивали, например, хулифа ар-Рашидин, праведных халифов. С какими словами убили Османа, ради Аллаху анху? Со словами Аллаху Акбар. С какими словами убили светлейшего Али, ради Аллаху анху? Со словами Аллаху Акбар. Об этом мы с вами не должны забывать. И вот со словами Аллаху Акбар сегодня они начали, как вы совершенно правильно сказали, процесс геноцида против тех, кто с ними не согласен. Я полно ответил на ваш вопрос? Недостаточно. Хорошо. А там, по-моему, насчет... напомните, пожалуйста, что там было у нас еще с вами недостаточно. Вы там с аята Корана, по-моему, начали. Идеологически, что вы сделали? Вот именно в образовании, в культуре, в религии, в я же вам сразу сказал, что я на эту тему говорил. Ладно, я буквально в 2 словах повторю. Я еще раз повторяю, если, говоря слово «вы», вы имеете в виду наше министерство, я уже говорил в самом начале, что в рамках министерства у нас работает телерадиокомпания «Путь». Она как раз работает вот в той идеологической плоскости, которая доказывает обратно, которая осуждает такфиризм, которая осуждает хариджизм, которая осуждает любые формы религиозного экстремизма. В частности, вот той, которая прикрывается канонами ислама. Мы показываем, транслируем всему практически человечеству, да, которое нас слышит, что эта разрушительная идеология имеет свои исторические корни. О них я вам только что сказал, которые, в общем-то, имеют свою глубину аж до периода появления ислама вообще на этой земле. Это к VII веку. Поэтому я считаю, что даже та среда, которая сегодня орудует на территории Сирии и Ирака, вот это одно любят относить к Аль-Каиде напрямую, это Джабат Нусра, а ИГИЛ как бы это совершенно другой проект, да? Уже из этого можно видеть, что как бы запущены эти 2 проекта для того, чтобы посмотреть, а может быть где-то повоевать между собой, чтобы еще раз доказать всему миру, что действительно там идет какой-то иджтихад, что там идет, так сказать, война за выпестовывание вот того правильного ислама, который сегодня нужно вместе с кровью нести людям. Что касается Чеченской Республики, мы говорим, что у нас алимы погибали, и даже сегодня, в наше время, погибали, да, скажем, 150 у нас их погибло за последние 10-15 лет, только за то, что они говорили, что ислам нет, это религия добра, что ислам это религия мира, что
Пора прекратить кровопролитие, пора прекратить войну. Иначе умма вообще исчезнет, понимаете, под ударами, я не знаю, кого угодно. Что умму надо сохранить. Представьтесь, пожалуйста. Да. У нас два, если можно. Если можно, Ближе в к микрофону, пожалуйста. Ближе к микрофону. Значит, первый. Как вы относитесь к тому, что радикальная оппозиция, в частности, фронт Нусра, призывает к террористическим актам на территории Кавказа? И второй вопрос относительно того, что определенные организации говорят о том, что Россия сейчас присоединяется к шиитам ради того, чтобы помочь, оказать помощь президенту Башару. Да, Асаду. Вы сформулировали, да, два вопроса? Значит, вы, пожалуйста, не обижайтесь, да, но это все в духе американского Госдепа, как бы сами вопросы, вот, да, которые в основном так и дышат, так сказать, некомпетентностью. Поэтому, во-первых, фронт Ан-Нусра это уже как бы явление несколько устаревшее, там немножко ситуация изменилась. И то, что они угрожали создать, разжечь на российском Северном Кавказе пожар войны, и это уже сколько длится лет, я уже не знаю, да, и у нас и Эмираты, и вилаяты по этому поводу как бы делали заявления. Но результат мы все видим. Чеченская республика развивалась и продолжает динамично развиваться, несмотря ни на какие кризисы, несмотря на ушаты грязи, слухов, молвы и лжи, которую выливают на нашего лидера, на наш народ и на всю Россию в целом. Вот. Несмотря ни на что, мы продолжаем развиваться, мы продолжаем успешно бороться с терроризмом. Мы сегодня единственный регион на планете, который с этим злом справился раз и навсегда. А то, что там есть отдельные какие-то вылазки, значит, какие-то фейки, там что-то где-то в социальных сетях пишут, знаете, пусть пишут, не скучно будет. Поэтому та писанина, которая там ведется, она только сейчас будет направлена против них самих, потому что мы, особенно в последнее время, имеем сотни аргументов для того, чтобы объяснить свою правоту и для того, чтобы транслировать себя как авангард борьбы с международным терроризмом. Поэтому, если у вас есть вопросы конкретно касательно нашего опыта борьбы, мы этим опытом поделиться можем. Джамал Вахидович, а почему Америка у нас который год говорит, что Кавказ, в том числе и Северный, остается зоной стратегических интересов Соединенных Штатов Америки? То, что Кавказ является зоной стратегических интересов, об этом, так сказать, говорила не только современная Америка, об этом всегда говорили стратегические игроки. Давайте мы с вами, так сказать, вернемся лет так на 200-300 назад, да, и поэтому здесь нет ничего удивительного. Для того, чтобы прочно встать своими ногами, так сказать, на Кавказе, Россия пролила реки крови. Начните с русско-турецких войн и заключения Кючук-Кайнерджийского мира 1774 года и туда дальше, так сказать, присоединение Крыма, как он присоединялся, мы тоже знаем, да, и как вообще целиком Кавказ в свое время стал российским. Это и Георгиевский трактат, это и Туркманчайский мир уже туда дальше. Поэтому тогда, если мы с вами будем исходить все-таки из чувства историзма, тогда это было нормально. Сегодня у нас есть другие, так сказать, ценности, у нас есть другие методы. Кстати, к слову скажу, что если у нас с вами буквально лет 10, 15, 20 тому назад были достаточно классические представления о войне в духе
гениального Клаузевица, да, который считал, что война это есть насильственное продолжение политики, то сегодня мы с вами стали свидетелями самых страшных, самых беспринципных, самых жестоких войн, которые, ну, сегодня все единогласно назвали гибридными, асимметричными, иррегулярными. Вот, поэтому здесь все методы хороши, и я не стесняюсь сегодня здесь заявить, что если у нашего противника, так сказать, нет чувства меры, если у нашего противника он гораздо, так сказать, пускаться во все тяжкие, ну, вы знаете, им надо чего-то постоянно придумывать. Нам ничего придумывать не надо. У нас великая история, у нас великий народ, у нас великая страна, у нас великие идеалы. Да, за 90-е годы безвремения, значит, мы очень многое потеряли, потому что все стремились соответствовать вот этому вот либеральному или так называемому демократическому, евроатлантическому, да, там, или североатлантическому дресс-коду. Россия стала другой, господа. Ее не устраивает такой дресс-код, ее не устраивает, так сказать, юриспруденция, при которой, значит, за малейшую провинность от того, что папа решил научить своего дитятю жизни, да, его просто-напросто взяли и отобрали, а папу посадили в тюрьму. Нет, мы пока с этим не согласны. Мы пока еще хотим воспитывать в своих традициях своих детей. Мы еще пока не согласны открыто проводить гей-парады на наших улицах. Я извиняюсь, да? Мы не согласны с тем, что на отца с матерью нужно смотреть с нигилистической точки зрения, да? Презрев все наши вековые традиции. Вот, кстати, впору было бы вернуться к некоторым моментам нашего с вами, я считаю, забытого домостроя. Я имею в виду